Добрый день, уважаемые коллеги, участники вебинара, посвященному формированию функциональной грамотности как одной из основных задач обновленного содержания федеральных государственных образовательных стандартов. Мы будем сегодня говорить с вами об функциональной грамотности в рамках основного общего образования, собственно, как измерительные материалы обучающихся 5-9 классов. Как все мы с вами знаем, одна из основных приоритетных задач образования в 2019-2024 годах – это, собственно говоря, повышение качества образования. И, как мы все знаем, из указа президента России от 7 мая 2018 года правительству Российской Федерации было поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Фактически мы знаем, что на сегодняшний день много мер было предпринято для достижения этих целей. Мы говорим о том, что произошло обновление содержания федеральных государственных образовательных стандартов, произошло уточнение предметных результатов, метапредметных результатов освоения основных образовательных программ в рамках ВГОС. Фактически мы говорим о том, что отмечается позитивная динамика образовательных результатов на уровне начального общего образования. Ну и фактически мы говорим о том, что на сегодняшний день с небольшой корреляцией мы можем говорить о наличии объективной информации о качестве образования в России в сравнении с международными странами, что дает нам некие точки роста. В связи с этим одним из направлений качества образования, начиная с 2019 года, у нас становится исследование функциональной грамотности наших с вами обучающихся. Что же такое функциональная грамотность? Это термин, который был введен в 2019 году в широкое использование. О чем он говорит? Он говорит о том, что фактически наши с вами дети должны быть способны использовать основные моменты, я позволила себе выделить другим цветом, должны быть способны использовать все полученные ими знания, умения, компетенции, навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач. Я позволила себе остановиться на определении Леонтьева, потому что все остальные, а их более 60 определений, это мы говорим и толковые словари, и методические словари различные, и исследования, международные исследования ПИЗа, собственно, говорят об одном и том же. Фактически про практикоориентированное обучение мы с вами говорим уже давно в рамках реализации основных образовательных программ. Сейчас же наши с вами разработчики стандартов и примерных основных образовательных программ хотят замерить, насколько мы с вами действительно реализуем вот этот практикоориентированный подход. В данной связи мы говорим о том, что мониторинг функциональной грамотности, собственно, в чем? Он отвечает, как я уже говорила, приоритетным направлениям совершенствования общего образования в Российской Федерации. На слайде представлено 7 основных направлений, вы их все видите, я их озвучивать не буду. Я лишь остановлюсь на том, что приоритетное направление в обеспечении конкурентоспособности российского общества – это повышение эффективности образования. К сожалению, на сегодняшний день мы с вами можем констатировать, что по качеству общего образования российская школа уступает 10 странам-лидерам по качеству образования, как по числу выпускников основных школ, демонстрирующих самые высокие результаты, так и по числу хорошо подготовленных учащихся к продолжению образования. О чем мы говорим? Говорим о том, что исследования, проводимые на уровне основной школы и средней школы, говорят о том, что лишь 30% обучающихся готовы продолжать свое образование. Готовы и способны, даже будет правильнее сказать. В этой связи, наверное, следует отметить, что российская система образования при этом входит в страны-лидеры
по количеству затрачиваемых средств на образование. Какие же мы видим с вами механизмы повышения, собственно говоря, качества общего образования в России? Они представлены на слайде. Фактически мы говорим про обновление учебных и методических материалов с учетом переориентации системы образования на новые результаты, связанные с навыками 21 века или молодой педагог 21 века. Это функциональная грамотность учащихся и развитие позитивных установок, мотивация обучения, стратегии поведения учащихся в различных ситуациях, готовности жить в эпоху перемен. Мы все с вами понимаем, что происходят колоссальные изменения в жизни общества и убыстрение ритма жизни, поэтому наши с вами выпускники, наши с вами обучающиеся должны быть к ним готовы. Во-вторых, мы говорим о второй механизм, это целенаправленное повышение квалификации педагогического сообщества через систему подготовки, переподготовки, повышения квалификации учителей, в которых требуется кардинальное обновление содержания и методов обучения, направленная на повышение качества и эффективности работы учителей. И на сегодняшний день Институт развития образования делает колоссальные, собственно говоря, проводит мероприятия в этом направлении. Мы говорим о полной переориентации курсов повышения квалификации, собственно, стараемся следить за теми тенденциями, которые складываются в современном обществе. Третий механизм, который поможет нам в данном случае, это введение комплексного мониторинга образовательных достижений учащихся и качества образования с использованием современных измерителей для комплексной оценки предметных, метапредметных и личностных результатов. Ну и, конечно же, широкое информирование профессионального сообщества и в целом общественности. В данном случае мы говорим с вами и о родительской общественности, и ученической общественности, о результатах и инструментарии международных исследований. В данном случае это позволит нам снять некую напряженность среди участников. И в этой связи Министерство образования, Министерство просвещения Российской Федерации предложило инновационный проект «Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности». Хочу обратить ваше внимание на основные моменты. Во-первых, для того, чтобы этот проект был эффективным, опять-таки же разработаны определенные механизмы. Во-первых, мы говорим о добровольности участия регионов и образовательных организаций. То есть это так называемый мягкий мониторинг. Мы никого не принуждаем, мы фактически говорим о том, что это должно быть первоначально желание именно образовательных организаций. Во-вторых, мы говорим о доступности материалов, и сегодня мы с вами проработаем, просмотрим некоторые из них, для того, чтобы вы понимали, о чем мы говорим и, собственно говоря, к чему мы будем двигаться. В-третьих, это научно-методическое сопровождение. Уже на сегодняшний день разработаны примерные контрольно-измерительные материалы, демонстрационные варианты контрольно-измерительных материалов, которыми мы можем с вами пользоваться для того, чтобы ознакомиться, для того, чтобы познакомить с этими материалами наших с вами обучающихся. Но и особенность, на которую не следует забывать, а обращать внимание наших с вами обучающихся, это компьютерный формат материалов и процедур мониторинга. На сегодняшний момент только республиканские проверочные работы у нас проходят в таком формате. Все иные оценочные процедуры, мы сейчас говорим про всероссийские проверочные работы, про процедуру государственной итоговой аттестации, эти все процедуры у нас с вами проводятся на бумажных носителях. Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности строится несколько на иных основах. Фактически вы видите, что мониторинг формирования направлен на, простите за тавтологию, формирование способности применять в жизни полученные в школе знания. На что хочется еще обратить внимание, что это не контроль и не проверка, и мы с вами слышим эти слова неоднократно. Впервые на широкое сообщество педагогическое разработчики данного мониторинга, данного проекта вышли в конце октября месяца. Если мы говорим про широкие круги, не про пилотные площадки.
И с октября месяца со всех площадок уже было 4 мероприятия, посвященных, всероссийских мероприятий, посвященных функциональной грамотности. На всех площадках, на всех уровнях подчеркивается, что это не контроль. Мы выявляем, цель этого мониторинга – это выявление дефицитов. И некая поддержка и обеспечение формирования функциональной грамотности у наших с вами обучающихся, в том числе и у нас с вами, как у педагогического сообщества. Далее вы видите, что проект реализуется с целью повышения качества и конкурентоспособности российского образования в мире, а это как раз та самая задача, которая была поставлена президентом Российской Федерации 7 мая 2018 года. Ну и вы видите, что у нас новые методики формирования. Система заданий для обучающихся 5-9 классов. То есть фактически все у нас с вами создано для того, чтобы грамотно замерять. Далее мы говорим с вами о том, что мониторинг в целом строится на основе международных исследований. В основу этого мониторинга легли такие международные исследования, как PISA, PIRLS и читательская грамотность. На что еще следует обратить внимание? Ну, этапы проведения мониторинга вы видите, собственно говоря, на слайде, что период апробации у нас с вами сейчас проходит. Мы говорим о первых пилотах. Это, собственно говоря, у нас с вами было 11 регионов Российской Федерации, в которых проходила как раз-таки апробация. Далее второй период апробации, реализации, это уже 19-20 учебный год. И я подчеркну, что в апреле 2020 года, ориентировочно апреле 2020 года, Республика Коми будет проводить данный мониторинг. То есть мы примем участие в реализации этого мониторинга. Ну и, соответственно, как только пройдет апробация, как только будут обработаны расширенные уже материалы, да, то, соответственно, мы переходим на масштабный мониторинг. И фактически видите, что периоды здесь не ограничено, стоит на протяжении 4 лет, а там дальше уже будет видно, даже 5. Итак, мы говорим о том, что на сегодняшний день, пока в 2019 году пилотные площадки проходили апробацию только 5 и 7 классы. В 2020 году, в апреле 2020 года, будут проходить все классы с 5 по 9. Если вы знаете, то международное исследование PISA проводится обычно для обучающихся в возрасте 15 лет. Здесь же рамки были расширены, возрастные рамки. Фактически о чем мы говорим? Какие особенности заданий? Во-первых, это задача, поставленная вне предметной области, решаемая с помощью предметных знаний, например, по математике. Мы сейчас более подробно посмотрим конкретные примеры, и вы увидите, то есть это не будет голословно. Далее, в каждой из заданий описывается жизненная ситуация, как правило, близкое пониманию учащемуся. Опять-таки же сейчас увидите. Ну, наверное, все остальные особенности заданий я проговорю уже фактически конкретно применительно к модулям. Из чего состоит мониторинг функциональной грамотности? Это 6 блоков. 4 из них, мы говорим о том, что 4 из них, они такие предметные. Вы видите, это математическая грамотность, читательская, естественно, научная. Тут все понятно, предметные области, фактически, да, но мы говорим о том, что в рамках этого мониторинга мы выходим за предметы, выходим на метапредмет. Далее, финансовая грамотность – это то понятие, с которым наши с вами школы живут уже на протяжении 3 лет. Это и региональные, и всероссийские различные программы, это учебно-методические комплексы. Одна особенность, о чем скажу чуть позже, более подробно, о том, что если наши с вами программы внеурочной деятельности, либо как мы их с вами делали, программы курсов, и УМК у нас с вами рассчитаны на преподавание этого предмета, изучение этого предмета, начиная с 8 класса и заканчивая 11, то сейчас же данный мониторинг будет анализировать финансовую грамотность обучающихся, начиная с 5 и заканчивая 9 классом. Но, тем не менее, вот эти первые 4 блока, они более или менее понятны. Мы хоть знаем, что, о чем, собственно, какими методами мы это будем замерять. Сложности, с моей точки зрения, с точки зрения педагогического сообщества, возникают в 2 последних блоках.
Это глобальные компетенции и креативное мышление. Более подробно я на них остановлюсь по ходу, когда сейчас мы рассмотрим с вами более подробно, какие же, собственно говоря, ну, уже конкретно по блокам. Из чего состоит в целом, как проводится эта работа? Работа заключается в следующем. Мы говорим о том, что ребенка снимают на 2 урока, и фактически ребенок 80 минут проходит тестирование функциональной грамотности. В свободном порядке ему достается 4 модуля. В свободном порядке, то есть абсолютно он не знает, какие модули ему попадутся. Понятно, что математическая грамотность и, как правило, математическая грамотность 100% этот блок достается, так ему достается 4 блока. Задание выполняется на протяжении 20 минут. Каким образом? Ребенок, сидя за компьютером, выполняет один блок, перед ним все задания, 20-минутное ограничение по времени, как только заканчивается 20 минут, он переходит к другому блоку и так далее. И вот эти 4 модуля блока он выполняет последовательно. Кроме того, особенность данных исследований заключается в том, что, во-первых, используется огромное количество иллюстраций, и это таблицы, рисунки, картины, различные схемы. И ребенок должен продемонстрировать умение переводить один вид текста в другой. Второе, собственно говоря, это требование, проверяется умение обучающегося переводить с обыденного языка на язык предметной области, там, математики, физики, обществознания и так далее. Ну и фактически, что еще? Компьютерный я уже сказала. Ну, то, что ситуация требует осознанного выбора модели поведения, то это, собственно говоря, во всех 6 модулях. Позволю себе кратенько остановиться на каждом из 6 модулей. Итак, первый – это математическая грамотность. На определении математической грамотности я останавливаться не буду, потому что все материалы вам доступны, и фактически сложности, мне кажется, тут возникнуть не должно. Вы видите, что фактически математическая грамотность помогает людям понять роль математики в мире и высказать хорошо обоснованные суждения, принимать решения, которые необходимо конструктивному, активному, размышляющему гражданину. То есть посредством математической грамотности мы с вами формируем активного, мыслящего гражданина. Ну, наверное, не только посредством математической грамотности, а вообще в целом функциональной грамотности. Я позволю себе продемонстрировать вам, собственно говоря, какие же, во-первых, первоначально, где вы сможете посмотреть задания, познакомиться с демонстрационными вариантами по каждому из 6 модулей. Секундочку, я выйду. Итак, разработчиками и фарватером, собственно говоря, формирования основных заданий по функциональной грамотности у нас является, понятное дело, Министерство просвещения Российской Федерации, но и по его заказу Институт стратегии развития образования Российской академии образования. На их сайте вы увидите вот такую вот вкладочку «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся». И если мы с вами выйдем по ней, то фактически вот они, демонстрационные. Есть различные рабочие материалы, с которыми вы можете ознакомиться и на основании которых, собственно, подготовлена данная презентация. Далее вы увидите здесь все семинары, вебинары, которые они проводили. Фактически достаточно интересные мероприятия. Тоже советую с ними ознакомиться для того, чтобы хотя бы понимать, что это такое. Институт развития образования, Коми региональный институт развития образования, запланировал ряд мероприятий на следующий, на 2020 год, для того, чтобы помочь вам и обучающимся подготовиться к этим мониторинговым исследованиям. Итак, мы видим с вами математическая грамотность по всем 6. Предлагаю вам посмотреть, собственно, что это такое. Вы увидите, когда будете анализировать сайт, работать с сайтом, вы увидите, что здесь есть методические материалы, то есть основные подходы к оценке математической грамотности, где четко, конкретно прописано, что, как и так далее. Далее
собственно говоря, есть диагностические материалы 5-го, пока и 7-го класса, которые вот у нас с вами проводились. Итак, вы видите, что работа для обучающегося 5-го класса, мы с вами демонстрационный вариант, она состоит, вот для нас распечатана на 8 страничках. Вы видите 5 класс, что здесь задание кассовый аппарат, кассовый автоном. То есть, опять-таки же, смотрите, те же самые сложности, которые у нас с вами возникают в всероссийских проверочных работах. Внимательность обучающихся. Посмотрите, выполните задание 1.4. Вопрос сформулирован, вот он. И вот к нему пошли задания. Далее вот это вот задание 2. Это уже другое. Фактически квадрат. И вы видите, что вот здесь задания сформулированы таким образом, чтобы у ребенка они были не абстрактные, а как в начальной школе. Помните, там всегда есть примеры Лена, М, Вася, П и так далее. Или дети пошли. В данном случае они еще более конкретизированы. Мы не просто говорим группа детей, мы называем их по имени. Ну и дальше есть определенные задания, которые ребенок должен выполнить. Задание вы видите интересное, местами перекликающееся с заданиями из всероссийских проверочных работ. Но, тем не менее, вот это задание 4, багаж в аэропорту, вы видите, что несколько блоков заданий. И фактически на выполнение этого задания отводится определенное время. Вот так вот выглядит задание по математической грамотности. Секундочку. Далее мы с вами для 7 класса там несколько иная. Там, видите, нужно рассчитать тормозной путь. Используя данные диаграммы, есть некая диаграмма. Вот вы видите, здесь машинка нарисована, ну, несколько хуже видно, но тем не менее путь я вам показала. Надеюсь, что вы воспользуетесь этим сайтом. И ребенок, опять-таки же, проверьте истинность следующих суждений. Вы видите, что дается некая теория, что такое тормозной путь, для чего он нужен и так далее. И несколько, опять-таки же, практикоориентированных заданий, о чем, что и как. Чтобы ребенок примерял эту ситуацию непосредственно к себе. Второй блок – это читательская грамотность. Здесь мы с вами говорим про, собственно говоря, вы видите, какие виды текстов применяются в читательской грамотности. Информационная насыщенность текстового материала присутствует. Отсутствие привязки к содержанию разных образовательных областей, представленных в школьном курсе. Вы видите, что разработчики отмечают соответствие возрастным особенностям восприятия ученика, ну и соответствие читательским и жизненным интересам учеников, и возможность разработать задания, готовящие к жизни на основе данного текстового материала. Что должны уметь наши с вами обучающиеся? Находить, извлекать информацию, интегрировать, осмысливать, использовать. В данном случае нам привели классический пример из задания этого года. У обучающихся 5 классов спросили. Один из вопросов был: у мамы, имя сейчас скажу, то есть приведу содержательно, недословно задание. У мамы Лёши должна приходить на работу к 6 утра. Во сколько должна выходить мама Лёши из дома, чтобы не опоздать? Что самое удивительное, в данном случае только, если не ошибаюсь, около 30% обучающихся справились с данным заданием. Почему? Казалось бы, элементарный вопрос, но вопрос звучал: во сколько мама должна выходить? Дети отвечали либо за 15 минут раньше, или в зависимости от того, где она живет, или за сколько там километров и так далее, на каком расстоянии она живет, в зависимости от того, как она должна добираться. Все эти ответы прошли, понятное дело, в минус, то есть их не засчитали. Почему? Как нам сказали разработчики, если бы ребенок написал 5 часов 59 минут, мы бы зачли это ему за правильный ответ,
Потому что, ну, действительно, может быть, ей нужно было только вот выйти из одной двери и войти в другую. Потому что спрашивалось, во сколько? Конкретное время. Наши с вами обучающиеся, к сожалению, не продемонстрировали знания. Я не говорю про республику, я говорю в целом в данном случае про Россию. Это мелочи, которые вы, наверное, тоже на своих уроках отмечаете, когда мы задаем обучающемуся вопрос, а он уходит в пространные какие-то рассуждения, непонятно о чем, описательного характера, при этом не отвечая на вопрос. Либо же, с чем мы с вами сталкиваемся регулярно в рамках оценочных процедур различных уровней, с тем, что наши обучающиеся, если вопрос, задание, точнее, задержит несколько вопросов, дети не дочитывают или невнимательно читают, забывают и так далее. Это сплошь и рядом встречается на оценочных процедурах государственной итоговой аттестации. Далее, какие же задания, собственно говоря, у нас с вами по читательской грамотности? Все тот же самый сайт, ничего не изменилось. Итак, смотрите. Давайте посмотрим, опять-таки же, на любимый 5 класс. Здесь уже задание на 9 страничках, точно так же есть определенные моменты. То есть, смотрите, фактически в данном случае читательская грамотность разбита на три больших конкурса. Это на 3 больших блока, посвященные различным конкурсам, посвященные каким-то мероприятиям, которые важные, нужные, современные. Тем самым мы детей, во-первых, знакомим с современной ситуацией, что их окружает вокруг, да, и с другой стороны мы им, собственно, вырабатываем, прививаем и любовь к чтению и так далее. То есть решается масса глобальных проблем. Посмотрите, тут дается, опять-таки же, вы видите, что дается скриншот сайта, дается некая ситуация вводная, то есть Максим увлечен путешествиями. Что делает Максим? Вы видите, карта России. Вот она, причем она у детей будет точно так же черно-белая, не цветная, вы видите. Вот продолжение этого текста, и после этого ребенок должен будет выполнить задание. Коллеги, тут возникает вопрос. Фактически, во-первых, объем текста. Прекрасно, это 5 класс, я повторю. Более подробно вы сможете ознакомиться. На настоящий момент только хочу обратить ваше внимание, что, во-первых, на протяжении 3 страниц, 2,5 страниц машинописного текста удержать внимание даже взрослому человеку крайне сложно. Сколько раз нужно будет возвращаться ребенку для чтения этого текста. И тут фактически мы говорим о том, что, к сожалению, мы констатируем на сегодняшний день, что наши обучающиеся на уровне основного общего образования, приходя в 5 класс, в ряде случаев читают по слогам. А в данном случае здесь у ребенка должна быть определенная техника чтения. И не только техника чтения, а именно осмысленное чтение. К сожалению, эта проблема почти повсеместно встречается. И вот тут мы с вами все дружно должны сработать на то. Я не говорю, что это конкретно филологи. Я говорю о том, что это преподаватели на всех предметах. То есть не может ребенок, и опять-таки же о чем говорили разработчики, и мы с вами видим это, анализируя результаты всероссийских проверочных работ, почему обучающийся может демонстрировать нам навыки осмысленного чтения, скажем, по предмету литература, нет его литературы, русский язык, а не может это же умение демонстрировать на примере истории, биологии, обществознания. Для нас это несколько непонятно и, собственно говоря, с чем это связано. Поэтому здесь должно сработать все педагогическое сообщество. Далее вы видите все по тому же самому тексту на почти 3 странички машинописных. Мы видим, что есть задания, есть опять-таки же определенные схемы, которые ребенок должен перевести в текст, проанализировав предыдущий текст, сравнив его вот с этим и сделать какие-то определенные выводы. Вы видите, заполнить табличку. Повторю, что это все не в бумажном варианте, а в электронном. И на сегодняшний день, когда мы говорим, что наши дети с вами владеют компьютерными технологиями лучше нас, в данном случае возникает масса вопросов. Например, они хорошо осведомлены по социальным сетям, они хорошо осведомлены в отношении, скажем, мессенджеров и так далее. Но
При этом смогут ли они, пятиклашки наши с вами, грамотно сориентироваться, где, что, как они должны будут заполнить. Эта таблица, опять-таки же, повторю, в электронном формате. Тут возникает вопрос. И вопросов много. Почему? Потому что, опять-таки же, нет курса информатики у наших с вами детей в 5 классе. И в данном случае частично, на мой взгляд, ответственность за вот именно ИКТ-компетенцию в данном случае возлагается на родителей и на то, как они сумели, не сумели подготовить. Второе, это, собственно говоря, второй блок заданий. Они должны прочитать текст «Волшебник», опять-таки же выполнить по нему определенные задания. В данном случае это 2. В другом варианте, в котором нас знакомили, было 3 блока заданий. Это то, что касается, собственно говоря, читательской грамотности. Третье, это, в общем-то говоря, ну и вот она, читательская грамотность. Те же самые задания, не уверена была, что будет возможность. Далее, это, естественно, научная грамотность. Мы говорим здесь о том, что, коль скоро в блоке заявлено, естественно, научное, мы понимаем, что здесь речь идет, конечно же, о таких предметных областях, таких предметах, как биология, начальный класс окружающий мир, география, химия и физика для более взрослых детей. Итак, смотрите, для заданий 5-6 класса ориентируется на исследования, международные исследования TIMSS. Для заданий 7 класса на программы физика, биология, география. Далее 8-9 класс добавляется еще и химия. Какие задания здесь? Здесь задания, опять-таки же, мы возьмем 5 класс на одном классе. Быстренько пролистаю. Посмотрите, 16 страниц текста машинописного. У нас здесь есть тематика магниты, например. И по нему 4 страницы текста, 4 страницы заданий. 4 задания тоже, соответственно. Далее идут аквариумы, расписывается, что, как и так далее. Третье, хищные птицы. Посмотрите эти картинки, наглядно, все здорово. Ответ в рамке, необходимо записать и так далее. То есть, посмотрите, диаграммки, 5 класс. Мы еще не изучаем диаграммы, мы даже на обществознаниях еще не применяем. Может быть, где-то в рамках географии, но крайне редко. Но, тем не менее, здесь проверяется, насколько ребенок может перевести такой вид текста в обычный. Далее, фактически даются различного модуля задания. Посмотреть вы всегда можете. Собственно говоря, единственное, на что обратили внимание разработчики, о том, что в этом году, к сожалению, обучающиеся 7 класса не смогли продемонстрировать знания астрономии. Почему я обращаю на это внимание? Потому что, коллеги, я напоминаю, астрономия – это у нас с вами программа 10 класса, но не 7. Далее, это финансовая грамотность. Здесь, собственно говоря, мы говорим о определении финансовой грамотности не ново ни для кого. Мы уже знаем, работаем. Знание, понимание финансовых терминов, понятий, финансовых рисков. То есть основные какие-то моменты и понятия. Здесь аналогично задание для 5 класса. Это некая даже не финансовая грамотность, я бы сказала, наверное, пропедевтика, потому что задания достаточно легкие. Смотрите, деньги разных стран, фактически вот оно, 10 страниц текста, повторю, некая таблица, нужно перевести эту таблицу в текст, мы с вами все это видим, опять-таки же валюты, нужно сравнить, где, что, как, траты Дима, то есть практика ориентирована в данном случае, мы говорим о том, что к сестре Насте, говорит, Настя, вот у тебя осталось сколько денег на карточке, нужно поделиться. И опять-таки же, фактически посмотрите, практика ориентирована, умение составлять личный бюджет, об этом мы говорим, но даже в рамках курса обществознания мы с вами, с ребятами про это не говорим. Да, в рамках курса технологий в начальной школе мы немножечко затрагиваем с вами эту тему, чуть-чуть пропедевтически. В данном случае, ну там жизненная опять ситуация, ребенок хочет приобрести себе новую одежду, а для этого ему необходимо накопить денежные средства, и вот что он должен делать в этой ситуации. Опять-таки же, ну, я согласна, что это интересно, я согласна, что это важно и нужно, но, тем не менее,
Ребят, давайте сначала, может быть, научим ребенка чему-то, а потом уже будем спрашивать и замерять эти результаты. Соответственно, к чему я? К тому, что необходимо вносить изменения в наши с вами основные рабочие, примерные образовательные программы и рабочие программы учебных предметов. Вот два блока, которые вызывают наибольшие трудности, это, собственно говоря, глобальные компетенции. В данном случае я только остановлюсь очень кратенько, что глобальная компетентность – это многогранная цель обучения на протяжении всей жизни. Глобально компетентностная личность способна изучать местные глобальные проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, понимать, оценивать, различать точки зрения и мировоззрения. Фактически, когда мы смотрим содержательные области глобальных компетенций, то мы говорим о том, что эти компетенции могут развиваться в рамках двух основных предметов. Это обществознание, частично история и география. То есть вот те три предмета, которые нацелены на формирование глобальных компетенций. Но в ряде случаев мы говорим о том, что мы задания, например, по демографическим проблемам встречаем в математике. Поэтому, опять-таки, это метапредметная компетентность. Посмотрите, что здесь? Глобальные компетенции. Фактически ребенок должен критически рассмотреть какие-то ситуации. Вот он, проект народа России, он представлен. Опять-таки же, ребенок должен прочитать текст, после этого выполнить определенные задания на основании текста. То есть фактически такую работу мы с вами ведем, анализ текста у нас с вами есть, осмысленное мышление у нас, осмысленное чтение у нас тоже с вами есть. Нужно только несколько углубить эти моменты. Ну, вы видите, что тут вот есть различные моменты. Мусор, конечно же, про переизбытки еды. Ребенок должен, тут проект, как он пришел домой, должен рассказать своему младшему там, брату, сестренке, неважно, что нужно делать, почему нельзя выкидывать продукты. То есть фактически задачи-то очень хорошие ставятся перед обучающимися, но тем не менее, какова будет реализация. Посмотрите, это действительно достаточно интересно. И последнее, на чем я хочу остановиться, это креативное мышление. Как сказали вчера наши с вами коллеги, что для того, чтобы обучающихся вырабатывать это креативное мышление, должны быть, для того, чтобы обучающиеся умели креативно мыслить, для этого должны креативно мыслить в первую очередь педагоги. Поэтому возникает вопрос, собственно говоря, а каким образом мы с вами будем обучать креативному мышлению наших с вами коллег. В данном случае, когда мы говорим про креативное мышление, мы говорим с вами о чем? О том, что вот креативным мышлением это способность продуктивно участвовать в процессе выработки, оценки и совершенствования идей, направленных на получение инновационных и эффективных решений или нового знания. В данном случае мы говорим инновационное, то есть это все то хорошо забытое старое, но мы выбрали какой-то новый подход, либо совершенно новое знание. В данном случае мы говорим о чем? О том, что ранее не существовавшие подходы, течения и так далее. Что мы в данном случае, в чем может проявляться креативность? Во-первых, и каким образом мы ее можем засчитать? Креативность может проявляться, вы видите, каким образом, но чем мы можем ее, собственно, исследовать? Во-первых, это задания, требующие использования художественных средств, это словесные, изобразительные. Во-вторых, это задания на разрешение каких-то проблем социальных, либо же научных. И в данном случае это будет, например, если мы говорим про 5 класс, например, нет вредным привычкам, нужно простроить сюжет для спектакля, как вариант, изобретаем соревнования и так далее, то есть вот такого образа. Единственное, на сегодняшний момент, несмотря на то, что разработаны основные инструментарии, пока я говорю, я просто вот так вот вам пролистала, более подробно вы сможете ознакомиться на сайте skifinstrau.ru. Возникает масса вопросов, каким образом оценивать креативность, потому что мы знаем, что по своему менталитету дети бывают разные. И для кого-то
не знаю, написать с зеленой ручкой в тетрадке, тоже будет что-то новое, необычное, инновационное для самого ребенка. Ну, а для кого-то создать модель, ранее не существовавшую, это тоже не предел мечтаний, и, собственно говоря, для него это не будет каким-то новым открытием для себя, поэтому где-то грань креативности. Но, тем не менее, основные оценки отбора идей происходят, выдвижение совершенствования идей тоже происходит, поэтому будем надеяться, что эта модель катает себя. Более подробно посмотрите по этим заданиям, по критериям оценивания, для того, чтобы смочь уже как-то помочь нашим детям. И в заключение мы говорим о том, что фактически на сегодняшний день наши обучающиеся стоят на первом месте в мире по количеству домашних заданий. Первое место в мире. Наши дети, выпускники 9-11 классов, стоят на первом месте в мире по количеству обращений к репетиторам для подготовки к итоговой аттестации. Поэтому, наверное, собственно говоря, это было одной из проблем, которые обсуждаются и сейчас. И вы видели, что даже министр просвещения Российской Федерации Ольга Юрьевна обратилась к педагогическому сообществу с предложением не задавать нашим детям домашние задания на каникулы, чтобы дети смогли полноценно отдохнуть. И вообще сейчас пересматривается система понимание, что такое домашнее задание, каким оно должно быть и так далее. Мы говорим о том, что полностью перестраивается система образования, начинается с учебно-методических комплексов. Я напоминаю, что у нас с вами вышли обновленные федеральные государственные образовательные стандарты, которые вступят в силу, в действие с января 2020 года. Поэтому, коллеги, призываю вас потихонечку начинать знакомиться с инструментариями, с демонстрационными материалами. По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к нам. Мы всегда открыты. Фактически материалы вебинаров будут выложены в открытом доступе, вы сможете ими пользоваться. Призываю вас через родительские собрания в конце четверти начинать знакомить родителей и родительскую общественность с этими мониторинговыми исследованиями. Не пугаться того, что мониторинги по функциональной грамотности, всероссийские проверочные работы и государственная итоговая аттестация по форме разные. Да, согласна, форма заданий разная, но постарайтесь снимать вот эту вот психологические какие-то моменты, затруднения обучающихся вот на моменте подготовки, чтобы не ставить детей в ситуацию стресса. Это надо делать через подготовительные этапы. Повторю, что Коми Республиканский институт развития образования готов к сотрудничеству. Мы запланировали серию семинаров и вебинаров. Мы будем вас о них информировать. Будем вас приглашать на очное участие в семинарах. И будем рады сотрудничеству. Благодарю за внимание. Всего доброго.